Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы расскажем о суде над заместителем начальника отдела Центра по противодействию экстремизму. Возник преступный умысел на получение взятки в виде денег от Трофимова в размере 250 тысяч рублей за совершение заведомо незаконного действия и бездействия. Мужчину обвиняют в получении крупной взятки. Покажем погоню за угнанным автомобилем в центре Казани. Опа, задел эту тачку. А также хроника дорожных происшествий. Он сам, видимо, не понимает еще, но говорит, что не знает еще. Сейчас будем решать. Это и не только прямо сейчас. Сегодня в Советском суде Казани стартовало слушание дела о получении крупной взятки сотрудникам полиции. Как установили следователи, сотрудник отдела Центра по противодействию экстремизму за общее покровительство и избежание уголовной ответственности получил почти 500 тысяч рублей. Все подробности у Вероники Гайнудиновой. Работаю заместителем начальника отдела Центра по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Республики Татарстан. Судим ранее? Нет. На скамье подсудимых замначальника отдела Центра по противодействию экстремизму МВД по Татарстану Ринат Халимов. Его подозревают в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, с декабря 2015 по январь 2020 он незаконно получил в общей сложности 439 тысяч рублей. Брал как деньгами, так и взаимозачетом, стройматериалами, колесами для машины и различными услугами. Согласно уголовному делу, 5 лет назад к нему обратился мужчина, который подозревался в распространении наркотиков с просьбой замять дело. Не просто так, а за 250 тысяч рублей. 50 отдал в тот же день. А полицейский предложил к тому же найти тех, кто хочет привлечь его к ответственности. Еще за 200. Возник преступный умысел на получение взятки в виде денег от Трофимова в размере 250 тысяч рублей за совершение заведомо незаконного действия и бездействия, направленных на установление лиц, желавших привлечь Трофимова к уголовной ответственности за якобы распространение наркотических средств и привлечение указанных лиц к уголовной ответственности, в том числе за оказание содействия в непривлечении Трофимова к уголовной ответственности. Через год они связались снова. Следователи установили, что подозреваемый просил стройматериалы для дома. Потом уже год назад колеса для машины – это еще больше 70 тысяч рублей. Мужчина согласился, но сразу же сообщил об этом в полицию. Рината Халимова вызвали на допрос в апреле 2020-го. Но основания для содержания не нашли. Уголовное дело возбудили в сентябре. Свою вину он не признал. Сегодня на заседании ему зачитали обвинительное заключение и продлили меру пресечения. Подсудимый просил отпустить его под домашний арест. Жене сложно с 3 детьми. Но суд ходатайство отклонил. Следующее заседание назначено на 25 февраля. Вероника Гайнудинова, Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. А в Нижнекамске сегодня начали рассматривать дело о нападении на женщину полицейского. По версии обвинения, насилие в отношении нее применила нетрезвая 42-летняя женщина, чем, согласно уголовному делу, причинила физическую боль и моральные страдания. В суть вникла Айгуль Бадрудинова. Она уверена в себе и совершенно спокойно говорит, бояться ей нечего, ни в чем не виновата. Но следователи считают иначе и обвиняют ее в нападении на сотрудницу полиции, когда та находилась при исполнении своих служебных обязанностей. Согласно уголовному делу, напала она на представительницу закона в своей квартире в одном из домов на улице Строителей. Туда инспекторов по делам несовершеннолетних вызвали соседи. Согласно их показаниям, в тот день женщина была нетрезва и находилась наедине с маленьким ребенком. Находясь в состоянии обвинения в вызванном употреблении алкоголя, стала вести себя агрессивно. На замечание младшего лейтенанта полиции Казамаровой не реагировала. Когда к ней пришли люди в форме, то прием был нерадостным. Как гласит уголовное дело, женщина стала бить сотрудницу полиции по лицу, рукам и ногам. Своей рукой нанесла не менее 1 удара по левой руке, не менее 1 удара в область лица и не менее 3 ударов ногой по ногам Казамаровой, отчего последняя почувствовала физическую боль и моральные страдания. Действовала с прямым умыслом, осознавала общественную опасность и противоправность своих действий. С обвинением подсудимая не согласна, уверяет, никакого избиения не было и вину не признает. Не согласна. Не признаете? Нет, не признаю. Потерпевшая сотрудница инспекции по делам несовершеннолетних на этом заседании присутствовать не могла. Она находится в больнице, ей должны сделать операцию. Заболевание никак не связано с этим делом. Из-за ее неявки слушания отложили до февраля. К тому времени потерпевшую уже должны выписать. Айгуль Бадрудинова, Светлана Шумкова и Фахри Исламов. Вызов 112.
Полицейские задержали в Казани 2 мужчин по подозрению в сбытии фальшивых купюр. В настоящие деньги они превращались просто, ими расплачивались в небольших торговых точках за недорогие товары и получали сдачу. Подозреваемые попались в руки правоохранителей прямо во время попытки сбыта очередной банкноты. При обыске в квартире одного из них оперативники обнаружили еще 17 банковских билетов номиналом в 5000 рублей. Экспертиза показала, что они поддельные. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, лишение свободы на срок до 8 лет. Незаконный игровой салон ликвидировали полицейские в Казани. Он находился в арендованном нежилом помещении на улице Краснококшайская. В ходе обысков стражи порядка изъяли 11 компьютеров с игровыми платами и столько же игровых консолей. Кроме того, они обнаружили деньги, сотовые телефоны и черновые записи. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к организации незаконной деятельности игрового салона, по результатам которых планируется направить следственные органы для возбуждения уголовного дела. 3 вахтовиков из Азнакаева погибли в Пермском крае. Предварительно они отравились угарным газом. Ночью 4 рабочих прибыли в деревню Шишкино Усольского района. Легли спать, включив генератор, заперли двери. Но, видимо, газ, который выделялся из него, просочился через щели. Еще одного мужчину коллеги нашли живым. Сейчас он находится в реанимации. По данному факту прокуратура проводит проверку. Водитель «Опеля» сегодня в центре Казани не подчинился требованию автоинспекторов об остановке и попытался скрыться от преследования. Повод остановить машину был, она числилась в угоне. Заявление о пропаже поступило в полицию минувшим вечером. В попытке уйти от погони водитель задел несколько автомобилей. Поняв, что уехать все же не получится, мужчина бросил автомобиль на улице Островского и убежал. Но его задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Сейчас его подозревают в угоне, неподчинении законным требованиям сотрудников полиции и оставлении места ДТП. Сейчас 19-летний молодой человек задержан. Все подробности расскажем в следующих выпусках нашей программы. Опа, задел. Задел эту тачку. Уезжает. А на улице Гаврилова столкнулись «Газель» и Nissan X-Trail. По первоначальным данным, аварию спровоцировал водитель иномарки. Он выехал на проезжую часть с парковки торгового комплекса и спустя несколько метров начал разворачиваться, не заметив при этом соседнюю «Газель». В происшествии никто не пострадал. Nissan покинул место ДТП на эвакуаторе. Излишняя спешка стала одной из причин аварии на пересечении улицы Галии Кайбецкой и Академика Сахарова. Водители избежали серьезных травм, а вот их автомобили получили серьезные повреждения. Наталья Мезина поделится подробностями. Авария сильно затруднила проезд другим автомобилистам. Чтобы проехать, водителям пришлось даже выезжать на полосу встречного движения. Как рассказал владелец Mitsubishi, все произошло по вине второго участника ДТП – водителя «Опеля». Я ехал с той стороны, получается, на ту сторону, на зеленый свет. Здесь ему, получается, тоже зеленый горел. Но здесь он должен был совершать маневр, я так понимаю. Кто-то поворачивал, он за ним поворачивал, говорит, что меня не увидел. То есть вас не пропустили? Ну, да. По правилам дорожного движения автомобилист обязан пропустить встречный транспорт при повороте налево или развороте. Как уверяет мужчина, водитель «Опеля» этим правилам пренебрег. Водитель вину признал? Нет, он сам, видимо, не понимает еще. Но говорит, что не знает еще. Сейчас будем решать. Вы вину признаете? Мотивированно объяснить свою точку зрения он не посчитал нужным. Но аргументированно рассказать, почему так считает, ему все равно придется на разборе в автоинспекции. Тем более, что есть очевидцы столкновения, уверяющий, что именно он нарушил правила дорожного движения. Наталья Мезина, Айрат Надипов, Наиль Абдулин. Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.